Дорогие друзья, мы находимся в арт-студии Art Fox называется. Сейчас художница Маина Еремеева покажет нам мастер-класс, как написать руками новичка прекрасную какую-то репродукцию. В общем, мы взяли для примера вот такую вот открыточку, да? И попробуем показать на примере вот меня, новичка в живописи, как может ли справиться новичок вот с такой вот задачей. Представляете, вот такая открытка достаточно, ну, я не знаю, на мой взгляд, наверное, сложная, да? Вот на ваш взгляд художника. Потому что здесь цветовая гамма, она вообще совершенно, ну, можно сказать, вся палитра, да? Но тут более розоватые, фиолетовые оттенки. То есть весь эффект в том, да, вся соль в том, что нужно уметь смешивать вот эти вот краски, чтобы добиться вот этого вот эффекта, вот этой дымкости, ну, дымчатость, да, вот так вот, наверное, правильно сказать, да. Ну, в общем, как-то вот все так нежно, красиво, да, оттенки розовый, голубой, и в то же время тут есть и графитовый цвет, и, ну, в общем, горы, да. То есть, ну, в общем, все как в жизни, да, и все мы стремимся, конечно, в горы. Ну, как говорят, как говорил классик, нет ничего лучше, чем горы, да, в жизни вообще. Ну, попробуем. Так, для начала всегда мы рисуем карандашом. Вначале карандашом. Да. Так. Намечаем, где у нас будут основные формы. Нам нужны вспомогательные линии. Вот, например, посередине проводим. И вот тут посередине. Как система координат, как в математике. Так. Да. И тут тоже на холсте тоже проводим среднюю линию. И вот тут тоже. И теперь смотрим все относительно этой линии. Вот светлые горы, они выше этой линии. Тут можно тоже провести среднюю линию. То есть это будет у нас ориентир, где у нас самая высокая точка гор будет, да? Да, самая высокая будет вот здесь. И они будут чуть ниже, где-то тут посередине. Вот, оказывается, видите, как все достаточно просто, понятно. А действительно к вам любят новички приходить, да? Да. Ну, приходят новички или те, кто когда-то рисовали, но хотят время для себя найти. Ну, вообще, конечно, да, занятие живописью – это такой… А я слышала, знаете, такое мнение, профессиональные художники достаточно критически относятся вот к такого рода мастер-классам. Да. Потому что любой человек, допустим, вот я вот смотрю, вот вы так все просто и думаю, ну это же просто, да? Ну а тогда в чем вообще, как говорится, тем самым как бы обесценивается, да, профессия художника. На самом деле художник – это же очень все сложно. Да. Это недаром учатся там по 11 лет, да, как медики. Ну, действительно, это художественное образование, но достаточно сложное. Я училась 6 лет. Вот, 6 лет. А если вы в академии где-нибудь, да, какой-нибудь художественный, то еще столько же, да, примерно? Да. То есть это очень-очень такой труд достаточно сложный. И действительно, искусство, ну, это искусство. А вот то, чем можно заняться вот таким вот образом, да, под руководством педагога на 2 часа, да, или сколько у вас длится мастер-класс? Обычно мастер-класс длится 3 часа. За 3 часа многие успевают сделать уже полноценную картину и забирают с собой, если это работа акрилом. А акриловые краски, они же быстро сохнут. Да. В этом. Плюс в том, в этом плюс, ну и, наверное, и минус. Да. В отличие от масла, акрил очень быстро сохнет, разбавляется водой, так же, как и гуашь, акварель, поэтому он безвреден.
Ага, и так как он быстро сохнет, там невозможно смешать цвета быстренько. Нужно работать быстро сразу. Пока она не просохла, сразу накладываем другой цвет и смешиваем. А в масле, например, можно долго, часами рисовать. Да, то есть пойти пообедать, да? Да, она Да. сохнет. Подумать как-то, допустим, вот нет сегодня вдохновения, пошел, там, занялся другими делами, вернулся к этой работе там через недельку, да? Да. Но, в принципе, можно, вот. А с акриловыми красками так нельзя, нужно все быстро. И он хорош тем, что он хорошо укрывается, чем там акварель или масло. Например, в масле поверх черных цветов уже невозможно прорисовать такие светлые участки. Если, например, в акриле что-то неправильно пойдет, то можно легко исправить. Даже если, допустим, это темная краска. Да. Ну вот, значит, смотрите, мы уже разлиновали, разрисовали вот полностью вот эту вот всю горы, да, вернее, очень много гор тут, сплошные горы, это как взгляд как бы с какого-то облака, Да, или с какой-то, да, или с какой-то, да, очень сказать. высокой точки. Ну что? Я вам сейчас дам краски. Так, акриловая краска смешивается. Ну вот педагог мне сама нарисовала такой твердой рукой. Вы можете тут добавить некоторые вот Детальки. неровности, детали. Я просто общую форму Общую, ну набросала. конечно, так. Здесь в центре что-то вот непонятно. Тут очень много, оказывается, знаете, очень много групп гор, да? Некоторые можно пропустить. Ну да, да. И картина у всех получается очень разные. Ну, конечно, индивидуальные, да. И посмотрите, здесь палитра вот такая вот, да, есть и белый. Белый это вот ахромат, да, цвет, Да, ну, который как бы основной. Есть черный, это вот у нас будут контуры гор, да, видимо? Или как? Черный будем добавлять. И розовый, и голубой, это вот небеса. Видимо, горы это на заре, да, или наоборот, можно закат. На закате. Или на закате. Ну что, начнем, да? Так. Берем В работе с акриловыми красками берем синтетическую кисть. Смешиваем. Слишком много воды акрил не любит, поэтому хорошенько отжимаем. Можно промокнуть об салфетку и делаем цвет неба. Палитра, да? Да, То есть начинаем. у нас здесь, видите, у нас здесь вот розовый, прям наверху вот прям такой вот, ну, насыщенный розовый, а потом идет немножко лиловый цвет, да, какой-то вот такой вот. И все это вот с помощью палитры смешиваем белую краску с розовым и получаем необходимый оттенок, нужный оттенок, да? Здесь он вообще какой-то прям ванильный такой прям, да, совсем. Да. Ну что, начнем. Это самая верхняя часть у нас нашей горы, да? Так, прям вот не боясь, видимо, да? Да. Так вот, до серединки. До середины, друзья мои, здесь у нас, видимо, это уже вторая как бы линия у нас идет. Это уже немножко цвет он такой насыщенный, более сиреневый, как вы видите. Это прям до конца, по-моему, да? Да, до конца. Ага. Мы же поделили на несколько частей наше полотно. То есть у нас, значит, есть место, где небо, кусочек, да, и непосредственно две горы. И тут поверх можно нарисовать такие белые, чтобы не оставались. То есть нужно обязательно вот закрасить как-то, чтобы не было проплешин. Да, они создают впечатление, что картина еще не закончена. Вот. И вот где горы начинаются, там тоже можно зайти, и за контур тоже можно заходить. Смелее, да, действуем, Да. потому что это ваше произведение получится.
люди добавляют что-то свое к таким уже готовым картинкам. Угу. Не просто копируют, а себя могут пририсовать. Да? Ну, такие Как маленькие. скромно. Да, ну, с таким вот. Да. Я же художник, да? Да. Вот так. Мгм. Краску можно еще погуще вот здесь Погуще. положить, ага, чтобы вот следы от кисточек не были видны. И акриловые краски, они при высыхании немножко темнеют, поэтому это тоже учитываем. Угу. Ну, достаточно, мне Мгм. кажется. Так. Так, теперь можно вот эти тени нарисовать уже. Угу. Так. Тоже делаем примерно. Теперь можно смешать цвет вот теней. Угу. То есть нам нужен белые у нас это снег, да, снежные горы. Мгм. И тень у нас голубая с розовым. Да? Да, цвет Смешиваем. уже фона можно добавить вот цвета. А вы давно рисуете вообще? Как вы увлеклись? В школе, наверное, рисовали, да? Ну, у меня родители рисуют. Угу. Папа рисовал такие карикатурные картинки. Угу. Ну, там вывески, объявления делал. А мама была учителем ИЗО. Ну то есть Ага. ваши родители, конечно. Да. Поэтому с детства нахожусь в такой творческой среде. Угу. Ну, знаете, я вот всегда с детства вообще преклонялась перед художниками. Это действительно такие вот кудесники, которые способны совершенно скучный, допустим, вот лист бумаги белый, да, где ничего не происходит, превратить, вот магия, да, Мгм. превратить в целую историю, рассказать с помощью рисунка какую-то чудесную историю. Это здорово. Вот. Ну, в общем, я не знаю, где у нас эти тени, но мне кажется, не будет так. Мгм. Хотя на самом деле это, наверное, совершенно с точки зрения вообще основ художественного такого, ну, профессии, ремесла, да, это неправильно. Ну, ладно. В общем, здесь вот так. Ну, самое главное, чтобы картина нравилась самому Ну, человеку. конечно. И вы учились у нас здесь в Якутске, да? Да, в Арктическом государственном институте культуры и искусства Угу. на художника-живописца. Вот ваша профессия, она вот как раз. А вы хотели бы, чтобы ваши детки, например, тоже пошли по вашим стопам? М, Ну, в будущем, ваша семья. Было бы хорошо, да. Да, и у вас получилась бы династия тогда, Мгм. да, целая? У меня сестренка тоже учится в Агикито. Тоже на художника? Да, на художника. Ну у вас уже династия. Но мне кажется, вот художники, да, если они рисуют с детства, они, как сказать, очень внимательны к деталям, да, Да. вот. И прорисовать, допустим, ту или иную деталь, это же очень, ну, как сказать, надо обладать хорошим глазомером. У нас тут проходят курсы детские, там дети учатся Угу. основам именно рисунка, живописи. Угу. И То есть это не просто вот такие вот мастер-классы, Да. как вот сейчас вот я, да, выступаю в роли ученика.
Да, они именно проходят цвет, тень, как построить объемную фигуру. Как вообще композицию, Да. да, правильно расположить. Потому что мы же ведь здесь создаем по шаблону, да? Да. По шаблону, то есть мы не думаем, что вот здесь должно быть что-то, что-то. Это уже по готовому шаблону. Обо всем об этом позаботился художник, а мы всего лишь пытаемся скопировать. На мастер-классы обычно приходят, чтобы отдохнуть. От забот, Да. от каких-то хлопот серьезных. На самом деле, да. Прям вот знаете, когда ты рисуешь, ты весь вот в этом процессе. Тебе хочется прям, чтобы линии были такие вот, ну, не кривые, не косые, ну, какие-то, в общем, плавные такие вот, ну, как у настоящего художника. Хочется вот так вот. Поэтому все тревоги, все там какие-то заботы, они куда-то улетучиваются. Да, люди очень такие отдохнувшие уходят. Но некоторые думают, что рисование это очень просто. Ну, конечно, Да. нет, это Но совершенно... оказывается, не так все просто. Но если Добиться. бы это было просто, вы бы наверняка не было бы, наверное, никаких вузов Да. художественных, да, связанных с подготовкой художников. Вот, примерно так, да? И вот тут гора Вот есть. здесь какая-то вот тут чуть-чуть. Так, что-то мне не хватает, по-моему. Вот. Можно воды добавить Да, добавить водички. чуть-чуть, прям ага. вот. И водичка. Вот, у меня уже оттенок другой пошел. И в акриле невозможно сделать такой же цвет заново. Да? Да. То есть, смотрите, друзья дорогие, вот у нас два оттенка получилось. Один такой, немножко один сиреневый. Ну, не хватило маленечко. Поэтому, ну, собственно говоря, здесь то же самое, Да. да, у художника. Ну, в природе очень много цветов. Даже лучше, что там будет много цветов разнообразных. Вот. Ну, как-то так. Вот эта гора у нас должна была быть белой, да? Светлой. Ага. Мы его потом закроем. Видите, уже не точно все. Теперь можно делать светлые горы. А светлые горы у нас идут. Они не совсем белые, как на первый взгляд кажется. Нужно добавить немножко желтого. Тогда белый становится более ярче. Вот, смотрите, какой интересный. Никогда не думала, что желтый и белый дают такой вот эффект. Можно прям такими густыми мазками делать. Так, теперь можно делать вот эти розовые горы. Розовый, он будет не такой яркий, поэтому добавляем тоже немножко фиолетового, голубого и белого. Вот получился у нас вот такой цвет. Немножко сиреневый такой, да? Да. Такой цвет. Вот таким цветом, да?
по вашим наблюдениям, кто приходит вот на такие мастер-классы? Больше всего любит? По живописи. Мужчины, женщины. Обычно женщины приходят. Да? Да. Мужчины как-то не очень увлекаются, да, этим делом? Да, мужчины бывают, но не слишком часто. Женщины, наверное, Более больше такие. уделяют время для себя. Мгм. Ну, мне кажется, да, вот для ментального здоровья, когда нужно успокоиться, когда нужно как-то, вот знаете, бывают же такие моменты, когда очень тяжело. Да. Там, допустим, проблемы какие-то домашние одолели, там, ну, не только домашние, вообще по работе, там еще что-то. То есть как-то немножко перезагрузиться, да? Да, Прийти очень. и как-то окунуться вот в эту атмосферу, совершенно не характерную, непривычную для себя, да? Вот. И мне кажется, это вот действительно должно помочь как-то, да? Да, Взглянуть даже на те проблемы как-то по-новому. Были творчество такие? очень помогает. Ага. Мгм. Какие-то вот признания. Да, бывают. То есть люди говорят: о, я вот после вашего мастер-класса, мне так стало хорошо. Да, Я так так говорят. как-то, И обычно некоторые приходят каждые выходные, делают такие картины, маслом пишут, такие долгие картины, несколько подходов. Или еще есть курсы для взрослых. Вечером они пишут картины маслом. Так, я буду делать вот нижние горы. У вас там танцевальная студия какая-то, да? Да, там танцуют, здесь рисуют. В основном ребятишки, да, приходят? Да, Это балет, да, или что-то? разные танцы бывают. Танго. Ну да, вот сейчас танго. Прямо как будто в Париже. Все-таки звуковой вот этот вот ряд, да, как-то людей погружает. Вот такого цвета, да, горы, видимо? Или нет? Вот так. Ну что, дорогие друзья, вот и пролетели часы очень незаметно нашего мастер-класса. И получилась у нас вот такая репродукция, перенесенная, так сказать, на холст. Ну, сами оцените. То есть, конечно, это все далеко от, скажем, такого слова искусства. Но когда ты создаешь копию вот таких вот репродукций, ну, отдыхаешь душой, уходишь от каких-то проблем. Просто не то, что уходишь и забываешь о них, а делаешь себе передышку. И это очень важно, наверное, в сегодняшних наших реалиях, в сегодняшней нашей бешеной жизни, когда мы можем с бешеным ритмом как-то немножко остановиться, передохнуть, ну, как-то отвлечься, ну, а потом снова взяться за решение наших каждодневных проблем каких-то. Дорогие друзья, в общем, я как-то оценила, и мне кажется, это здорово, когда ты можешь прийти и окунуться вот в эту атмосферу. Ждем вас в нашей студии за шедеврами, за отдыхом. В собственном исполнении, да? Да. Шедевры. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать?